We were reading, I think, chapter 2, right? Chapter 2 and verse Мы number остановились 9. на 2 главе, на So verse 9 number 9 строфе. is basically talking about В the 9 строфе reasons by which you should not have any fear. приводятся причины, почему вы не должны испытывать никакого страха перед учениями And in this Махаяны. case, the verse number 9 is saying that В 9 строфе говорится, the 100,000 verses Wisdom Perfection Sutra, что 100-тысячная прajna that парамита, definitely is the Mahayana teaching. вне всякого сомнения, Because if there is принадлежит к учению Махаяны. a Mahayana teaching, then you won't find any Mahayana teaching other than text. Потому что если существует учение Махаяны, то нет никаких других учений Махаяны, кроме тех, что заключены в этих учениях. И это 100-тысячная прajna парамита, вне всякого сомнения, не тот источник, который должен вызывать в нас страх, поэтому нет никакого повода для нас испытывать страх. Это то, о чем говорится в 9 строфе. И далее оппонент отвечает. Он говорит, нет. Учение Шравак и учение Пратикабут, вот это настоящая Махаяна. Оппонент говорит, произносит такие слова. И на это следует ответ. В таком случае мы должны сказать, что нет никакого другого учения Махаяны, кроме как учения Шравак и Пратикабут. Потому что вы ведь говорите, что Шраваки и Пратикабуды – это есть учение Махаяны, это то, что мы слышим из ваших уст. Но если вы скажете, что все обстоит именно так, если вы скажете, что все обстоит именно так, то это не соответствует действительности, потому что колесницы или учения Шравак и Пратикабут, а также учения Махаяны, они возникли в одно и то же время. Они появились в одно и то же время. В следующей строчке говорится, что эти учения разнообразны. Если вы посмотрите на учения Махаяны, то вы увидите, что учения Махаяны предлагают нам не только наставление по пустоте, но также много других разнообразных учений, которые имеют отношение к накоплению заслуг. Это разнообразные учения. И еще, если говорить об учениях о пустоте, то пустота излагается по-разному, излагается на разных уровнях. Говорится о пустоте, говорится о таковости, говорится об окончательной истине и так далее. Используются многие разнообразные термины, разные способы преподавания пустотности. Итак, учение Великой Колесницы преподает разнообразные учения и разными способами. И этот процесс преподавания учений, он продолжается снова и снова, он длится. Что касается вопроса, который поднимают оппоненты, говоря, что Махаяна – это нигилистическое учение, то в 3 строчке дается ответ на это возражение. Говорится о том, что учение Махаяны нельзя понимать буквально, потому что нужно понимать тот смысл, который вкладывается в эти учения. Например, говорится, что все явления не существуют вовсе. Это нельзя понимать буквально, нельзя принимать за чистую монету, потому что у этих строчек очень глубокий смысл. И эти учения необходимо правильно толковать, потому что мысль Будды весьма глубока, мысль Бхагавана весьма глубока. И это очень важно понимать с опорой на
учение окончательно установленного смысла и учение, нуждающееся в толковании. So therefore, you should not develop this fear. The fourth line is Поэтому saying, не нужно поддаваться if the страху. learned ones properly analyze his teaching, will not have fear. Ведь в So that тексте means говорится, если разумный человек if you are правильно having fear, проанализирует учение, он it не means you have испытает not studied страха. Mahayana teaching То есть, properly. другими словами, если вы испытываете страх, это значит, And вы therefore, you have not в understood полной the мере path не of the Buddha. ознакомились с учением Большой you study Колесницы it properly и не поняли в должной мере and properly учения understand Будды. the interpretation Если же by the вы learned изучили ones, эти учения then и you will have поняли no fear замысел with this teaching. Будды, то у вас не So that проявится is what никакого God is страха saying in перед verse number учениями 9. Махаяны. Это то, о чем идет речь Verse number 10. в 9 строфе. And also, from the point of view of У нас это 14 valid строфа. cognition, be it direct perception Что or касается inferential достоверного cognition, познания, if you try to говорим understand ли it through мы direct perception о прямом and постижении или говорим ли inferential мы valid об cognition, then опосредованном again you will достоверном познании. find В that любом Mahayana случае teaching is not мы something сможем that you прийти should к be выводу, что discarding. Махаяны This не is what is следует said in бояться. verse number 10. Это то, о чем говорится в 14 строфе. Простые существа, боясь Because if you Махаяны, ask a которые не question, стоит okay, in that case, бояться then и if the так teaching далее. is very profound and Buddha's thoughts are Итак, very profound, это учение then очень how can глубокое, we и замысел Будды fathom весьма or глубок. understand this Как же profound нам teaching? тогда Such a question понять это asked. учение? Вот такой вопрос Then it is ставится. basically saying this has to be understood И, through по сути, ответ следующий. Такое учение the threefold необходимо process of понять listening, с помощью thinking, and meditation. трехчастного процесса Especially when we слушания, relate it размышления и to the медитации. related to the В various spiritual особенности, grounds. So когда here мы first through говорим об listening proper, этом с духовной точки listening, зрения, нужно, here first through listening, во-первых, слушать proper учение. mental engagement arises. Когда мы So слушаем, that means то мы правильным образом вовлекаемся в постижение учения. when you analyze the meaning of Когда мы Mahayana teaching, анализируем значение учения then during the Махаяны, first path of accumulation, то на первом пути, пути you should engage накопления, in extensive hearing. And through this мы должны extensive сначала engagement in hearing, обширно выслушать учение, then in the later part of the и path затем of accumulation, and also during во the второй second части path, пути the path of накопления, application, а также на then пути you will применения, develop this proper mental engagement мы сможем, towards Shunyata. мы сможем достичь правильного From there, your понимания того, proper что такое wisdom that comes пустотность through thinking. шуньята. Отсюда возникает мудрость, And которая likewise, you рождается also из develop this размышления. И вы также wisdom through meditation разовьете in the мудрость, worldly которая level. возникает с помощью And when you engage in медитации this, в мирских you know, терминах. mental engagement properly, from proper mental engagement arises the primordial wisdom. Когда мы должным That образом means when you properly постигаем engage пустотность, your mind in this, рождается мудрость. then Если мы gradually действительно you will be able правильно to see the подходим correct к meaning, постижению that means пустоты, emptiness, то мы directly сможем through the увидеть path of seeing. правильный Third path. правильный Path of смысл seeing is called пустоты path на of пути seeing видения. because then you are able Этот to путь see называется emptiness путем directly. видения, потому что мы Even получаем during the возможность path of, видеть пустоту the second напрямую. path of Даже на accumulation, втором пути, path of пути preparation, применения, простите, пути you may see подготовки, emptiness, but not directly. вы можете видеть пустоту, но вы не можете You видеть ее see it напрямую. through Вы general видите image, пустоту through a medium. лишь But then through this опосредованно. proper process of mental engagement, continuous mental Но engagement, вот вы you will be able to соприкасаетесь с постижением пустоты, directly see it when you achieve снова и path of снова seeing. приучаете себя к постижению пустоты, и на пути видения That's вы the meaning. получаете From proper возможность mental увидеть engagement пустотность. arises the primordial wisdom that has correct meaning Исходя из as этого, its object. рождается Correct у meaning вас as its object means the correct meaning постижение that is emptiness. правильного смысла You're able to see пустоты. it directly. Правильный смысл учения сводится к пустотности. And when you further make Когда your mind вы habituated with it, дальше приучаете себя к then you are able пустоте, to get liberated затем from после those этого objects вы that must be можете negated. освободиться от тех So from вещей, that от dharma is которых formed. необходимо Dharma means освободиться, и таким образом the вы можете quality, обрести дхарму. Что такое dharma means дхарма? quality of Под дхармой being понимаются liberated качества. from the object of engagement Качества, is actualized. связанные After you continuously make your mind связанные habituated с освобождением and от you have seen объектов, emptiness от которых directly. необходимо освободиться, и And when вы you have, when you постигаете achieve that пустоту state of напрямую. Когда вы достигаете being такого liberated from the object состояния, of engagement, когда вы освобождаетесь от then you are able объектов to develop вовлеченности, primordial wisdom and тогда intelligence вы by развиваете в which you себе can say, okay, изначальную now I have мудрость и achieved можете this сказать state, себе: я достиг этого remove this object of состояния, negation, and so on. я устранил этот объект отрицания и So так that далее.
mind is called. Такой ум, такое сознание. In the case, if this individual cognition is absent, how will there be a settlement? So this is rebuttal. Если оно отсутствует, как можно говорить о постижении? Это тот ответ, который дается оппоненту, потому что оппонент спрашивает, как вы можете знать, что учение Махаяны – это учение Будды? Можно на это ответить, что это постигается с помощью прямого постижения. В этом случае выпускается систематический процесс слушания, размышления и медитации, и говорится, что все постигается лишь прямым постижением. Но это здесь отрицается, потому что говорится, что невозможно вот так мгновенно обрести это прямое постижение, потому что нужно следовать постепенно, сначала слушать, потом размышлять, потом медитировать и проходить все этапы пути. In the case if this individual cognition is absent, this individual cognition which came through. Если отсутствует это индивидуальное постижение, которое возникает вследствие надлежащего процесса слушания, размышления и медитации, и если это отсутствует, то тогда каким образом вы можете действительно установить, что такое пустота, установить для себя пустоту? Вот таким образом происходит опровержение оппонента. Следующая строфа. И опять же, если далее оппонент говорит, однако я все равно испытываю страх перед учением Махаяны, потому что я не знаю это учение. И, конечно, какой-то смысл есть в этих словах, потому что обычно мы испытываем страх, когда мы чего-то не знаем. И то же самое говорит оппонент. Я не знаю учения Махаяны, поэтому она вселяет в меня страх. И на это следует такой ответ. Если вы не знаете учения Махаяны, то это не может быть надлежащей причиной для того, чтобы отбрасывать учение Махаяны и ее бояться. I do not know. Therefore I fear. Number one. Я не знаю, поэтому я боюсь. Это первое высказывание. И второе, говорится, что учение Будды слишком глубоко. Первое, если у вас нет надлежащего учителя в Махаяне, и если вы не накопили обширный набор заслуг, вот смотрите, здесь снова упоминаются заслуги. Мы в прошлый раз говорили с вами о том, нужно ли нам накопить заслуги для того, чтобы постичь пустоту. И здесь то же самое указывается. Если мы не идем по стопам своего учителя в Махаяне, и если мы не поддерживаем себя накоплением обширного запаса заслуг, тогда, конечно, нам никак не осознать учение Махаяны, потому что это учение о пустоте. Итак, вместо того, чтобы испытывать страх, вместо того, чтобы отбрасывать учение Махаяны, что требуется от нас? Приложить усилия. Такие ученики, как мы, если мы чего-то не знаем, значит, мы должны задавать вопросы. Значит, мы должны найти для себя хорошего учителя, значит, мы должны учиться. Не стоит говорить, что мне страшно, потому что я не знаю. Как-то раз я повстречался с одним очень умным человеком, и мы с ним вместе путешествовали, он был тибетцем. И он сказал: Агдорла, я не верю в тантру. Он спросил: вы читали тантру? У него не было у самого никаких знаний тантры, он ничего не знал, ничего не читал, но при этом ему не нравилась тантра. Ну, так не подобает говорить. Как мы можем что-то отбрасывать, говоря, что нам это не нравится, если мы даже не познакомились с учением? Как всегда говорит его святейшество Далай-лама, это важно и для нас с вами тоже, учиться под руководством квалифицированного наставника. Читать хорошие книги. Не какие угодно книги, а хорошие книги. Особенно, когда мы говорим о глубоком воззрении пустоты. Чрезвычайно важно для нас изучать книги,
Например, трактаты, написанные Нагарджуной или Дзангапой, потому что были люди, которые уже постигли пустоту. А так, простые люди, они, конечно, могут давать какие-то описания, но эти описания могут содержать ошибки. Потому что в буддийских философских текстах говорится, что такое пустота. Пустота — это всего лишь отсутствие объекта отрицания, всего лишь отвержение объекта отрицания. Это не так-то легко понять. Простое отсутствие объекта отрицания. Что это значит? Simply absence of negation of object of negation means object of negation is independent inherent existence. Что такое объект отрицания? Это самобытие или независимое So существование. we are not affirming anything. Мы здесь ничего не устанавливаем, ничего не утверждаем. That's why some of the text it says Поэтому в in некоторых текстах emptiness there is говорится, nothing to posit, в пустоте ничего невозможно устанавливать, nothing to eliminate. ничего невозможно устранять. It is simply letting your mind stay Нужно лишь on позволить the своему reality as уму it is. находиться в состоянии постижения реальности, So there какой она является на самом are деле. tricky points like that which Есть такие непростые should be understood моменты, properly. которые необходимо хорошо The понять. second point it says Второй момент. even the Buddhas do not know the profound. So Говорится, therefore, что, since the Buddha himself do not know the profound, how что can даже how can Будда, he teach the Mahayana что teaching? даже Будда не знает глубокого, So the как тогда Mahayana он может преподать text is учение the profound of the Махаяны. Buddha. Из этого That's what следует, opponents again say. что тексты Махаяны Even не these days there принадлежат are people Будде. who say that Это такие Mahayana слова teachings are оппонента. not И all даже true сегодня because these are находятся later такие люди, которые inventions. говорят, что Махаяна And some не say it is является originated учением in Будды, Hinduism, это что-то такое, right? что было заимствовано So из here it is индуизма и important вообще not only to появилось гораздо позже. discriminate Mahayana teaching, but the complete teaching of the Buddha, as we discussed a little Но bit last time, таким образом можно that опровергнуть не только учение at the Махаяны, time of но the Buddha учение there was Будды no writing. вообще. Ведь, например, можно сказать, что во Even времена in the Будды case не of было Pali письменности. tradition, which came much earlier. Традиция, Even палийская those teachings, традиция, она появилась when намного Buddha раньше. taught, he said to have taught in Когда all Будда languages, but the Buddha преподавал was свое traveling учение, at that time. его учение So Pali звучало на was всех one of the языках, languages, которые right? были доступны в то время, и Пали So был even одним из важных языков at учения the Будды. Buddha's time, there was no writing. So how all these things are Во preserved? времена So Будды such kind учения of не questions they can записывались, always тогда ask. как учение дошли до So нас, все there's эти no вопросы reason to задаются по сей день. discriminate Mahayana teaching. Поэтому здесь нет никакого And смысла как-то especially when it выделять и comes to the опровергать tantric teaching, учение Махаяны. then of course Э- people say this А is когда речь идет not the об Buddha's teaching, тантрических this учениях, is то, конечно, люди Hinduism, скажут, что это не which talks буддийские about учения, all these это индуистские tantric учения, gods, потому что тут есть все эти women union, all those things, божества, you see, боги-богини и right? существа в So there единении. are questions like that. So this question that's Задаются here is вопросы not такого something, рода. Поэтому те being вопросы, only at которые that time. звучат здесь, на самом Even деле, today они there are people who ask such не questions. только тогда задавались, но и сегодня могут найтись So люди, now, которые when the opponent будут says спрашивать that подобное. the Итак, когда profound оппонент Mahayana говорит, teaching is что not even глубокое учение realized by Махаяны Buddha, so he cannot teach. не было постигнуто This даже is answered Буддой, by saying, when значит, you talk он не about мог преподать такое completely enlightened учение. Buddha, И he is ответ somebody who has такой. completely eliminated Если мы the говорим ignorance о Будде, то это человек, это and существо, who has которое developed this полностью primordial искоренило unconceptual wisdom неведение, towards all которое phenomena. полностью развило So неконцептуальную therefore, мудрость his по teaching is отношению much ко more всем profound. явлениям. Поэтому, безусловно, его постижение So самое therefore, глубокое. likewise, in our case also, if we Подобным make образом, efforts если to become говорить о нас, Mahayana если path, мы на пути Махаяны приложим we can необходимые also усилия, reach that state of то мы, Buddha конечно, можем также прийти к and этому realize the состоянию profound Будды, и мы knowledge. также сможем этот путь Then again, осуществить. the opponent is trying И to снова оппонент rebut this by saying, пытается опровергнуть why последователей the profound Махаяны is и not the говорит, object of the logicians. почему Remember, this это point глубокое has been не raised earlier является by saying that, предметом логиков. Помните, simply эта тема уже through поднималась. theoretical knowledge, Под simply логиками by asking понимаются люди, questions, by которые всего лишь основываются на reasonings, one сухих will be able to интеллектуальных understand выкладках, и они the не Mahayana способны teaching, profound пос- Mahayana teaching, especially постичь the глубокое characteristics of учение emptiness. Махаяны, в особенности That's учение о why пустоте. again we raised this question last time. Помните, в Whether прошлый scientists раз can мы задавались вопросом, а могут ли умные realize the ученые emptiness or not. осознать So this пустоту, is постичь again пустоту similar или нет. И здесь thing. подобный вопрос So задается. here also he is saying that what reason
Логики используют свои логические выкладки, логические доводы. Почему же они не могут понять пустоту? So if you develop, lose your faith or develop Если some kind of вы fear by потеряете saying веру, that если у вас this возникнет cannot be страх an object of, understanding by using logic and reason. от того, что вы увидите, что с помощью одних лишь логических доводов This is невозможно answered by постичь saying, пустоту, то на as это we already дается said, такой ответ. И мы уже говорили об этом that the прежде. Mahayana teaching is very, very Учения profound. Махаяны весьма и весьма глубоки. It cannot be understood simply by reasoning. Их невозможно постичь одними лишь логическими выкладками. So therefore, if you really want to understand this Поэтому, profound если вы Mahayana teaching, действительно хотите постичь это then you глубокое should учение not Махаяны, rely only on dry то intellectual вам knowledge, нет нужды опираться только на but you should сухие make сухие effort интеллектуальные знания, но вам нужно приложить through a усилия correct process of the path. that I и call it. правильным образом проходить путь Even in terms of и на emptiness, пути обретать it is said постижение that, for пустоты. example, Когда речь идет о пустотности, говорится, there is a gradual process. For example, что перед нами there постепенный is a процесс. beautiful line taught by Есть одна Shankara Ravi красивая, Durti, I think. красивая строчка, которая была написана Чанкирал Пидорчи, нет, кажется, не им, One scholar, I forgot the name. одним наставником, чье имя я позабыл. So in that beautiful verse, he says, В этом красивом четверостишии all the говорилось, sufferings that we are encountering все in this страдания, samsara, которые мы встречаем в сансаре, they arise or created by the enemy. они возникают или они порождаются нашим врагом, цеплянием за So «я». therefore, we should all make effort to Поэтому uproot все мы that должны приложить self-grasping, the усилия для enemy. того, чтобы избавиться от этого цепляния за «я» нашего недруга. However, Однако же, before you realize, now this is the прежде point I'm чем making. However, before you understand, realize that profound, subtle meaning of Прежде чем вы emptiness, поймете этот глубокий и тонкий смысл пустоты, you better start from лучше всего easier topics like impermanence in изучить сначала более простые темы, impermanence, такие, also например, there is как subtle impermanence, непостоянство. grosser С другой impermanence. стороны, у Start from the непостоянства grosser есть impermanence. грубая форма и тонкая Now, when форма. we talk about Начинайте с grosser грубой формы. impermanence, for example, Когда in мы your говорим о case, грубом непостоянстве, например, если говорить о нас с вами, and then he gives example how difficult it is to understand the profound. далее автор He gives an приводит example by пример, saying, почему так трудно now in terms of понять even глубокое. understanding the grosser level of Ведь даже если мы impermanence, хотим всего-навсего постичь грубое we all do непостоянство, see young and old people die in front of our eyes. мы должны приложить усилия, Even ведь after that, все мы видим, does it что never молодые и occur to you старые that it умирают may у be нас next time перед your turn, глазами. that you И из will этого also можно die? сделать вывод, что скоро и наш черед придет, и мы And then you также уйдем simply из keep on жизни. counting, oh, that Но person мы died, только, this но young мы, boy но мы died, that только young girl died, that занимаемся person died. подсчетом You keep умерших. on Этот counting, молодой and человек умер, эта happily, пожилая женщина opposed to умерла. you that Мы их you will пересчитываем, die. но никогда не думаем о том, что это A clear касается и indication нас, that you что do мы not тоже possess уйдем such из жизни. conviction of the Это death and говорит о том, impermanence что in мы не you. убедились в том, Therefore, что because you смерть continue in the существует, same old что существует way, грубое непостоянство, и поэтому not мы able to продолжаем жить, make как special живем, effort in your и spiritual не practice, прилагаем not больших being able усилий к to своей transform your духовной mind and практике, мы things like не that. So therefore, the преобразуем suggestion свой is ум. start from Вот very почему grosser level of высказывается impermanence, предложение, пожалуйста, then начинайте subtle с level of с impermanence, постижения so forth. самого Then грубого gradually to непостоянства, а потом перейдите the к subtle level постижению of shunyata. тонкого That is what непостоянства, и затем suggested. вы подойдете к постижению пустоты. Now again, another question is И еще this один question is вопрос interesting задается. actually. Another question Этот is вопрос very довольно serious. интересный. That why Почему? you can get liberated only by realizing emptiness, Почему вы можете not достичь by using освобождения logic? только посредством постижения пустоты, а не посредством логики? Makes sense because Но это имеет use смысл, logic and ведь understand what is right, мы what is можем wrong, применить логику для того, and чтобы then through понять, that что you хорошо, might что get плохо, liberated. и So таким why образом, is it как будто бы necessary мы that you должны иметь возможность прийти к get освобождению. liberated Почему only же by knowing emptiness? необходимо достичь This освобождения is the только question с опорой на being постижение asked. пустоты? Это вопрос, который здесь звучит. So he's saying that there is no reason. И говорится, There что is no вроде как reason
нет причин для такого. that you don't get liberated just by using logic and you have to realize the emptiness. There's not much reason. Почему нужно But the опираться Mayanists не are только very на adamant логику, and they keep on а saying this. нужно So постигать therefore we are scared. пустоту. It's Но almost последователи saying that you Махаяна, говорит оппонент, то и дело Mayanists это will become повторяют, fanatics. поэтому нам Almost страшновато, saying нам that. кажется, что последователи Махаяны какие-то фанатики, потому что они то и This is дело answered by повторяют одно saying, и то же. no, you И should на not это develop fear in that way. такой ответ следует. Because Не by следует испытывать realization of страха, emptiness, потому что посредством the постижения seed пустоты of afflictive emotions, искореняется само which семя produces suffering, отрицательных эмоций, not just которые by влекут за using собой logic, страдания. Поэтому недостаточно not опираться without на одну meditation. лишь логику. Нельзя обойтись без This is медитации. almost like talking about the difference Это, between это подобно getting тому, как если бы information, мы knowledge, and говорили wisdom. о различии между тем, как мы получаем информацию и как мы развиваем в себе мудрость. Knowledge is built on information, not all kind of information, but proper information. Знание рождается из информации, но And then информации from никакой бы то knowledge, ни было, а правильной when информации. you А properly затем, use когда мы обретаем знание, a tinge of moral practice, когда when сюда you use the добавляются также knowledge in a нравственные proper way, практики, когда then мы it правильным becomes wisdom. образом опираемся на So thereby знание, you то can see знание just by перерастает в using logic, мудрость. you can't eliminate Отсюда мы можем the root cause сделать of вывод, the что problem. So this is again одной we лишь have логикой clear никак system. не искоренить And when you talk about wisdom, негативные it эмоции. involves Когда мы very говорим о strong мудрости, presence of morality and ethics. то здесь совершенно One of the необходимо common example given in the case of основание из knowledge and wisdom is нравственности. information is like reading a whole Ведь library информация — это что? Это целая on how to build библиотека. a ship. Можно, например, прочитать целую библиотеку Knowledge книг о is том, как having the построить capacity to build корабль. a ship. It's a big А вот progress. знание — это когда мы уже But it is способны only с помощью wisdom этой информации that will построить help you построить how best you корабль. can use that ship. И только мудрость Having built поможет that нам ship, if you правильным use образом that ship использовать корабль, потому что, to построив transfer weapons корабль, and to destroy people, и then если мы there's будем no wisdom использовать there. его для того, чтобы So properly развязать use войну и the убить knowledge других людей, то это будет плохо. with the Поэтому sense of очень важно responsibility. полученные знания использовать правильно, That then с becomes необходимым wisdom. чувством So ответственности. again, this is Тогда also very наши clearly знания pointing towards превращаются в the мудрость. need to have И опять же accumulation of здесь merit for realizing делается emptiness. намек на то, что для того, чтобы постичь пустоту, Okay. нужно накапливать заслуги. So I do not know, number one, the Buddhas do not know the profound. Why the profound is not the object of logicians? Why the knowers of the profound? Что спрашивали оппоненты? Они говорили, что учение Будды, учение Махаяны вселяет страх, что сам Будда не познал глубоко, и также, что почему логики не способны прийти к постижению пустоты. Я на все это ответил, и в конечном итоге подводится итог, что нет никакого повода испытывать страх перед Махаяной. И опять же, оппонент, не обязательно представляет себе, что какой-то реальный оппонент перед нами находится. Это может быть наш внутренний диалог. Ну, можно, например, так сказать: мне не нравится учение Махаяны, поэтому Махаяна это плохое учение. Мы ведь обычно делаем вывод на основе своих предпочтений, что нам нравится, что нам не нравится. Мне не нравится учение Махаяны, и поэтому учение Махаяны это плохое учение. И что же мы можем на это ответить? Мы можем ответить, что если ты так говоришь, то у тебя низкие интересы, и твои ментальные наклонности также могут быть названы низкими или малыми. Отсюда вытекает, что твои ментальные наклонности малы. Здесь мы можем иметь в виду последователей школы только ум, например, положительные отпечатки, которые обычно накладываются на сознание основу, то они в данном случае малы, они низки. Кроме того, возможно, ты окружен низменными друзьями, как здесь говорится. И в силу этого, а также в силу того, что у тебя самого нет
достаточно заинтересованности that в this teaching is освоении profound, Махаяны, vast and well taught. только поэтому ты не Because what можешь is ухватить, profound, что what это is обширное vast and учение what is и well taught is глубокое, not understood by people who are, потому you что know, whose обширное, minds are глубокое и very хорошо clear преподанное and никак whose не может study быть is very постигнуто тем, and who are у surrounded кого by мало misguided интерес, у people, кого мало then we can't интерес к таким understand it. учениям, So that у кого itself низменные states друзья, that у the кого truth малые of способности. Mahayana teaching И это is само по a себе говорит profound о том, teaching. что учение Махаяны — это глубокое учение. What's number 13? Следующая What's number строфа. 13 is saying В следующей строфе говорится: that the other reasons by which one есть и другие discards the причины, Mahayana teaching is по которым люди either отбрасывают учение lack of Махаяны. understanding, lack of realization, Возможно, or они не понимают это misconception, учение, у них or не through хватает doubt. духовных свершений, или у Now, in них the case слишком of много сомнений. lack of understanding, Если им не хватает знаний, не хватает понимания, in your case, you're opposing Mahayana teaching because you have not properly listened to the Mahayana то можно teaching. сказать, что вы And that should противостоите not be учению the ground Махаяны, for you потому to что вы discard Mahayana мало teaching. слушали Махаяну, но это не причина для того, чтобы Because отбрасывать учение Махаяны. one who having listened and achieved intelligence, that means Потому что если перед нами the человек, который не слушал Sarvakas, учения, не достиг those who follow the необходимых Sarvaka знаний, teaching, например, they если also перед did нами some listening, Шравака, то and then but Шравака, конечно же, they did слушал not учение listen в to the какой-то Mahayana мере, teaching. но он не He слушал listened учение to their own Махаяны. Он слушал лишь Hinayana or учение Sarvakayana teaching, Хинаяны и Шавакаяны, то есть своей and собственной thereby he традиции. developed some realization Именно of по этой that tradition, причине у него and in that sense he had some появилось intelligence. духовное постижение в своей One who having традиции. listened and achieved some intelligence, and because of this, completely ignores or looks down, И если по этой причине listening человек to the будет Mahayana teaching, свысока it смотреть на happens. Махаяну и отбрасывать учение It Махаяна, а это happens. то, что People who have происходит. no knowledge at all, Люди, like у small которых нет kids, вообще it's easy to никаких teach them. знаний, But put people которые who have похожи little на bit маленьких knowledge, детей, иногда их then they легче get puffed учить, up, чем thinking that тех людей, у this которых есть everything that малые is there знания, you know. потому что у них есть малые So знания, и therefore, они great думают, что thinkers все, like чем они Einstein and обладают, many great thinkers, they say охватывает one of все знания the во most Вселенной. important criteria to say that you are an intelligent person is to acknowledge that you know nothing. Но на самом деле, если человек говорит, что он ничего не знает, то To этим он и acknowledge that выдает I know nothing, there's so то, much что он unknown, человек разумный, потому что такой then человек there is hope for you to make говорит, progress. что у него мало Right? знаний, а значит, у него So otherwise, есть, in the case of и значит, this есть надежда на то, что он Sarvakayana эти followers, знания получит. because you have some kind of intelligence, followed Также your и со own шраваками. intelligence, У них есть therefore определенные you умственные are способности, confounding, определенный набор annihilating, знаний. Именно listening to эти the малые Mahayana знания teachings. и Completely заставляют их ignores. отбрасывать учение Махаяны или Leaves it полностью behind игнорировать immeasurable учение aspects. Махаяны. Immeasurable aspect means, И здесь as we already говорится, discussed, что if you look at the отвергается contents or безмерное subject matter of the многообразие Mahayana teaching, содержания Великой it Колесницы. Об is этом мы уже говорили. vast Это обширнейшее varieties of учение, teaching которое содержит множество to best аспектов, serve the varied mental dispositions of которые предназначены для individuals. того, чтобы служить ментальным But in наклонностям your case, because of разнообразных your существ. ignorance, Но если перед нами человек you are simply невежественный, saying Mahayana teaching is то not он the просто truth. скажет, что учение Махаяны — это не учение Будды. So therefore, instead of Поэтому denigrating the Mahayana вместо teaching, того, чтобы you should study, опровергать или listen to отбрасывать the учение teaching, Махаяны, and лучше understand it. уделить время его изучению и постараться Leaves понять behind содержание immeasurable учения aspect. Будды. Leaves behind immeasurable aspect means, you know, Здесь говорится, что I mean, if it's a particular teaching which has so такие люди many varieties of отбрасывают ways in безмерное which to help многообразие непознанного sentient содержания beings, Великой wide Колесницы. variety of dispositions, is a great teaching. Живых существ It's skillful огромное teaching. множество, у них много ментальных Now, if you наклонностей, и это discard that, учение как раз и предназначено для того, and чтобы then служить этим force ментальным one way of thinking наклонностям. А если to мы everybody, вместо того, чтобы по достоинству then оценить they это have учение, two way of отбросим response. его и выберем для себя что-то одно для следования, то мы, конечно, So понесем therefore, большую утрату. Поэтому, how are you so convinced как можете вы быть так убеждены, что with учение your Махаяны ignorance? не Ignorance. является учением Будды? Как можете вы Don't так quickly, быть убеждены you в know, when we своей read the scriptures, верности своего very often they неведения? say, Если вы don't почитаете be hasty Писание, in making a conclusion. то там часто This is пишется, basically что what не is спешите с telling that выводами.
И, по сути, и здесь то же самое. Автор говорит оппоненту: не спеши с выводом, потому что ты знаешь лишь свою область постижения. Ты должен изучить то, что содержит в себе великая колесница, которая наилучшим образом отвечает ментальным наклонностям многих существ. И здесь у нас есть и такие строки. Давайте прочитаем следующую строфу. Verse number 14, actually, we have discussed a little bit Следующую строфу мы уже earlier. Verse number 14 is saying прежде that обсуждали. Actually, Там this говорится следующее. subsequent verses are a more kind of wider explanation of what is briefly said in the. Но здесь лишь более подробно объясняется то, что лишь наметками было описано раньше. So this verse number 14 is saying that I don't like Mahayana teaching, or I have fear to the Mahayana. Мне не нравится учение Махаяны, у меня страх перед учением Махаяна, потому что это учение нигилистическое. И на это следует такой ответ. When the meaning is realized literally, если смысл, подразумеваемый Буддой, понимаешь слишком дословно, если ты не способен интерпретировать, постичь этот смысл и просто довольствуешься дословным пониманием, то у тебя будет очень много проблем. В тексте говорится, то становишься заносчивым, и твой интеллект приходит в упадок. Когда Будда даровал учение, то он учил на двух уровнях. Он даровал учение, нуждающееся в толковании, и учение окончательно установленного смысла. Он давал учение, нуждающееся в толковании, потому что он не мог даровать учение окончательно установленного смысла тем, чей ум не подготовлен. Представьте себе, что вы хотите дать кому-то образование, вы хотите привести человека к докторской диссертации, но никак невозможно сделать это в одночасье. Человек сначала должен пройти детский сад, начальную школу и так далее. Вы не можете сразу давать учения или знания, которые соответствуют уровню доктора наук ребенку в детском саду. Он просто не сможет это переварить. Позвольте мне рассказать вам одну историю про Аджаташетру, который убил своего отца. И он находился в глубоком шоке. Он пребывал в депрессии. И кто-то из его друзей сказал, что единственный, кто может вывести тебя из состояния шока и депрессии, это Будда. Поэтому отправляйся туда и поговори с ним. Аджаташетру нашел место, где находился Будда, и пожаловался ему. Он сказал ему, что он убил своего отца и мать. И Будда ответил ему: ничего страшного, отца и мать необходимо убить. Это прекрасный пример учения, нуждающихся в толковании. Он сказал: никаких проблем, отца и мать нужно убить. И в силу того, что Аджаташетру так верил в Будде, он принял это буквально. Он сказал: ну что ж, тогда все в порядке. Раз Будда так сказал, что это все в порядке, то значит так оно и есть. Но в конечном итоге эти слова Будды помогли ему выйти из состояния депрессии. Когда он вышел из состояния шока и состояния депрессии, когда его чувства прояснились, он вернулся к Будде. Будда сказал ему: когда я сказал мать и отца необходимо убить, я не имел твоих родственников. Я имел в виду омрачение, негативные эмоции, которые влекут за собой все остальные звенья цепи взаимозависимого происхождения. Они влекут за собой страдания, поэтому они как наши мать и отец. И если ты это поймешь, если ты устранишь неведение, то таким образом ты сможешь также очистить свои негативные действия, в том числе и негативное деяние убийства матери и отца. Для таких людей мы не можем сразу же с порога даровать учение о глубоком. Нам нужно быть искусными в преподавании учения. Поэтому Будда дал Аджаташетру учение, нуждающееся в толковании. Поэтому говорится, если смысл подразумеваемый Будды понимаешь слишком дословно, то становишься заносчивым, и твой интеллект приходит в упадок. Становишься заносчивым.
становишься горделивым, ты понимаешь учение дословно и говоришь: да все я знаю, все я понимаю. Okay. And your intelligence will И be твой shaken. интеллект приходит в упадок. Это строфа 22 Corruption of главы. will take place. Происходит Hence, even the упадок well-taught is интеллекта. abandoned. Тогда One will be отходишь lost от прекрасно изложенной and anger will колесницы obscure. Будд, наносишь So, себе ущерб. Твой ум затуманивается so therefore, нетерпимостью when you глубокой take it дхармы. literally, Итак, wrongly, когда мы понимаем then учение you may слишком start thinking дословно, that whatever когда I мы have realized истолковываем should его be true, неправильно, и нам кажется, and что then все, you что develop я this понял, arrogance, должно быть and справедливым, therefore, because и of у this нас arrogance, возникает you will not seek any заносчивость. advice or И в силу guidance того, from что other мы teachers. горделивы и заносчивы, мы не Therefore, ищем your intelligence will be наставничества у dampened, других людей, и поэтому okay? наш интеллект приходит в упадок. And you will not be able to improve your wisdom И and мы не intelligence. сможем дальше And развивать because of свою this, мудрость, свои even умственные the well-taught способности. Mahayana teaching И will be тогда regarded as отходишь not от прекрасно worthy, изложенной колесницы and you will Будд discard и it. будешь считать And as a прекрасно result, изложенную you will be колесницу lost. Будд, That means you will fall into не negative state принадлежащую of Будде, existence. и в результате Because оказываешься в низших мирах, you have accumulated потому this что heavy obscuration of developing anger towards the profound Mahayana у teaching. тебя возникло большое препятствие в Anger виде will obscure. That means you develop гнева, strong anger towards the направленное Mahayana teaching, в сторону and that учения will then Махаяны. accumulate Этот гнев obscuration. будет застилать твой ум. Интеллект придет в упадок. So therefore, developing Поэтому, hatred to the profound teaching is если one мы of the развиваем в себе heaviest negative, ненависть к учению Махаяны, heavier than even то killing тогда one's это очень parents and страшное грехопадение, это даже хуже убийства отца и матери. because this understanding the Потому что, profound ultimate когда мы reality is a понимаем way глубокую, and a means to eliminate высшую all kind of реальность, то это negative deeds, лучший including способ очищения от любых ignorance itself. негативных деяний, от But всего if you негативного, develop включая само hatred or неведение. А dislike если мы towards развиваем в them, себе неприязнь или then when you ненависть commit other negative deeds, there is no к cure. Махаяне, то тогда, когда мы совершаем какие-то другие Therefore, it is негативные said that действия, у нас нет by снадобья под misperceiving рукой. emptiness, Если мы those with неправильно small постигаем intelligence will be пустоту, lost. Just like и у this нас малые venomous snake, способности, то мы будем if you полностью don't know how to catch a потеряны. snake properly, Это похоже на then то, the чтобы snake will bite попытаться you and kill you. схватить змею, ядовитую змею. Если мы не умеем Right? обращаться So со therefore, змеей, those with small то она нас intelligence will be укусит и lost убьет. Поэтому by те, misperceiving те emptiness means люди if с you do not малыми способностями, если они rely on неправильно proper истолковывают qualified teacher, пустоту, не you will not be опираясь на able to квалифицированного extract the truth from наставника, that. и Then если you мы will fall не into the читаем правильных текстов, то тогда мы потеряны. There are people who have written books, И есть люди, I've которые seen books книги пишут, и я видал такие of книги, so-called scholars так называемых ученых-философов, who are saying that которые Mahayana is говорят, что nihilistic. учение Махаяны – это нигилистическая философия. Because in the Mahayana text, when you Потому literally что в read, there are текстах so many Махаянах, no, когда мы like heart когда мы symbol, их no, читаем, no то ear, там no нет, nose, нет, no нет, thing, нет, нет. Так звучит, например, «Сутри сердца». Нет носа, нет языка, нет глаза. right? Так ведь? But in a way, it is good. Even if you take Но it с какой-то literally, стороны then это still хорошо, if you are able to если interpret мы it nicely, it will be good. даже если мы понимаем это We are буквально, not но only можем in the это heart sutta, we are not как-то only saying no интерпретировать, то это ear, хорошо. Мы ведь в no «Сутре сердца» nose, no говорим не mouth. только о том, что нет We языка, can нет also глаза, нет add носа, other нет words уха. by saying Там есть no и другие depression, слова. no illness, no Говорят, нет suffering. болезни, нет депрессии, нет страдания. And then it can be interpreted. И это Suffering also можно doesn't have дальше inherent интерпретировать. existence. Illness also doesn't have inherent Нет existence. у болезни, у страдания Things like that. независимого бытия и так далее. Oh yeah. Ну что же, Isn't it? The next, verse number 15 is saying, следующая строфа. mental faults like anger, Из-за этой by nature нетерпимости, it's very изъяна serious, ума, имеет very место sinful. естественное By прегрешение, nature it's very sinful. которое не оправдано даже в отношении вредных вещей. It Что is уж говорить improper об even to an учении, improper form. даже если сомневаешься в нем. For example, Поэтому прекрасно improper, беспристрастие к учению, оно безупречно. even to an improper form means Здесь упоминаются that вредные even if we вещи. get angry towards a stone, Если вы гневаетесь на камень, inanimate object, or a на tree, какой-то неодушевленный even that is предмет, very например, на unfortunate. дерево, This being the case,
what need is there to talk about the great fault that arises by developing this hatred towards? То это плохо. Что уж говорить о том, чтобы испытать гнев по отношению к глубокому учению. If you're not so sure, И если вы не уверены в каком-то учении, and instead develop a questioning mind. не испытывайте гнева. Лучше вместо этого задайтесь вопросами. И здесь говорится, если не можешь почитать учение Махаяны, уважать учение Махаяны, по меньшей мере займите нейтральную позицию. Это касается не только учения Махаяны, но и других людей. Мы порой спешим с выводами. Так ведь? Это как говорит его святейшество. Если можешь помочь, помогай, если не можешь помогать, хотя бы не вреди. Воздержись от причинения вреда. Если можешь развить уважение, уважай. Если не можешь развить уважение, по крайней мере, остановись на нейтральной позиции. И не спеши с выводами, если ты не слишком уверен. Потому что если будешь сохранять нейтральную позицию, то не будешь совершать неблагих деяний. Пусть это и недобродетельное состояние ума, но, по крайней мере, оно не является недобродетельным. Поэтому, если ты человек, который хочет достичь высоких результатов, ты должен быть очень осторожным. Это очень важный совет. Потому что, в особенности, если мы говорим о человеке, изучающем Махаяну, такой человек должен видеть, что в каждом заложено семя, заложена потенциальная возможность стать Буддой. В самом начале текста Мадхьямака Аватара говорится: «Я возношу почтение растущей луне, а не полностью развитой луне, не полной луне. Я больше почтения выражаю бодхисаттвам, а не Буддам». С Буддами все понятно, они уже просветлены. А вот бодхисаттвы, в них есть семена, в них есть потенциал. Обычно, когда мы зароняем в землю семя, сажаем что-то, очень важно проявлять больше заботы об этих семенах, нежели чем уже о выросшем растении. Потому что если дерево уже выросло, оно и без вас будет дальше расти. А вот семечко, его необходимо пестовать, лелеять, о нем необходимо заботиться. There is no need to talk about in relation to a doubtful dharma. Hence, it is better to leave it in equanimity or take a neutral stand. Поэтому нет необходимости, если вы сомневаетесь в дхарме, лучше придерживаться нейтральной позиции, или, как здесь сказано, поэтому прекрасно беспристрастие к учению, оно безупречно. Что уж говорить об учении, даже если сомневаешься в нем, поэтому прекрасное беспристрастие к учению или нейтральная позиция, оно безупречно. У нас есть еще несколько минут на объяснение. Мы можем перейти к следующей части. Это 3 глава, которая называется «Обращение к прибежищу». Глава об обращении к прибежищу. Мы обсудили с вами аутентичность или подлинность учения Махаяны. В линии преемственности учения Махаяны или практик Махаяны есть 4 составляющих, которые имеют очень большое значение. Первое, у практикующего должна быть необходимая линия преемственности. Другими словами, это должен быть удачливый человек. Удачливый, в котором есть необходимое семя или линия преемственности. Далее, основой вашей практики должно служить порождение бодхичитты. Если мы хотим достичь быстрого пробуждения,
что нам необходимы практики бодхисаттв, 6 совершенств. И далее, если говорить о результате, то такая практика принесет совершенный плод, потому что вы целиком и полностью совершенно придерживались поведения бодхисаттвы. Что касается первой составляющей линии преемственности, если у вас нет необходимой линии преемственности, то вы должны подготовить себя к учению Махаяны, сделать себя восприимчивым к учению Махаяны. Для этого необходимо обратиться к прибежищу. Этот процесс принятия прибежища, об этом можно говорить часами. И в любом случае мы не сможем объяснить эту тему во всех подробностях. Но чтобы вы поняли это проще, я скажу следующее. Очень многие учения Махаяны – это учения, основывающиеся на здравом смысле. Когда нам их объясняют, мы должны вполне суметь связать эти учения с нашим общечеловеческим опытом. Это не какие-то такие учения, которые актуальны только для буддистов, в частности, прибежище. Прибежище – это не то, что необходимо только для буддистов. Мы все люди принимаем какое-то прибежище в чем-то. В древние времена когда мы еще жили на природе, нашим прибежищем была пещера. В нашей обычной жизни, если идет дождик, то наше прибежище – это плащ от дождя или зонтик. В 12 часов наше прибежище – это обед. Поэтому у нас есть такая природа, которая побуждает нас искать защиты, обращаться за прибежищем к тому, что превосходит нас в своих знаниях, способностях и может нас защитить. И вот, отталкиваясь от этих объяснений, когда мы говорим о прибежище в Бодхидхарме и Санхе, то мы обращаемся за прибежищем к Бодхидхарме и Санхе не потому, что нам не хватает еды или убежища, или за нами гонится лев или тигр, но мы обращаемся за прибежищем к Бодхидхарме и Санхе, потому что мы скованы огромным страхом. И что же это за страх такой? Это страх от того, что мы можем застрять навеки в сансаре, от того, что нас так и будут мучить отрицательные эмоции. Это страшная болезнь, страшное заболевание. Бодхидхарма и Сангха – это единственные объекты прибежища в этом смысле, которые могут нам помочь. Помочь нам не в том смысле, что создадут для нас Бога, которому мы будем молиться, и Он приведет нас к пробуждению, или выведет нас, вызволит нас из наших трудностей. Нет, не в этом цель. Здесь Бодхидхарма и Сангха есть очень красивые объяснения, подобно тому, как когда мы заболеваем физически, мы обращаемся за прибежищем к врачу. И это очень важно. Но доктор важен, врач важен, но его недостаточно. Представьте, что вы не просто больны, а очень больны. Вам нужен какой-то человек, который бы о вас позаботился. Это может быть ваш брат, сестра или сиделка у постели больного. И, конечно, вам необходимо лекарство. Вам нужны эти 3 составляющие. Даже если вы встретились с очень хорошим врачом, но он выписал лекарство, а вы его не принимаете, вы не исцелитесь. Пусть даже лекарства у вас хорошие, и врач хороший, но нет никого рядом, кто бы помог вам, кто бы помогал вам сменять одежду, принимать лекарства. Вы можете так и остаться лежать на улице в критическом состоянии. Но ведь мы с вами все ментально находимся в критическом состоянии, потому что нас охватывает гнев, нас охватывает ненависть, самые разные отрицательные эмоции. И мы больны этими
разнообразными негативными эмоциями. И как же нам от всего этого исцелиться, как излечиться от болезней негативных эмоций? Нам нужно обратиться к Будде, потому что Будда, он подобен врачу, и его учение подобно лекарству. А Сангха, наши братья и сестры в духе, они похожи на сиделок у постели больного, на медсестер, медбратьев. Представьте себе, что вы находитесь в таком месте, где вы там совсем один. Вы знаете немного учения Будды, а все остальные против учения Будды. Вам будет очень и очень тяжело практиковать. Но когда вы окружены представителями Сангхи, которые вас поддерживают, вам будет намного легче. Поэтому Сангха невероятно ценна. Поэтому принятие прибежища будет Дхарме Сангхи очень важно. Будда — это тот, кто полностью пробужден, кто устранил все изъяны, все завесы, все страдания, кто достиг всеведения, в том смысле, что он обладает всем набором знаний, но прежде всего он понимает, что необходимо принимать и что необходимо отбрасывать. Не столь важно, что Будда знает каждую песчинку, которая находится на дне реки Ганг. Сколько там песчинок. Он, может, это знает, а может быть, не знает. Когда мы говорим о всеведении, имеется в виду не эти знания. Имеется в виду знание, что Будда понимает, что необходимо отбрасывать и что необходимо принять. И я не просто говорю эти слова. Есть одна цитата из трудов Дигнаги, который говорил: представьте себе человека, который знает, сколько насекомых на планете. Но это не имеет отношения к духовной практике. А вот тот человек, который знает, что необходимо принять и что необходимо отбросить, такого человека я возьму себе в проводники, наставники. И далее он пишет: тот, кто преподает средства и методы, которые показывают нам, что необходимо отбросить и что необходимо принять, учение такого человека достоверное, необходимое. Далеко не все знают это. И далее он приводит такой пример. Если человек знает, что какой-то предмет находится вдалеке, а ты этого не знаешь, если ты считаешь, что такой человек велик, то тогда тебе лучше считать великим ястреба или орла и взять их в учителя, потому что их глаз видит гораздо дальше, чем глаз человека. Так что пригласи этих птиц и возьми их в учителя. Да, мы говорим, что Будда всеведущий, но это нужно понимать в должном контексте. Это не означает, что он знает каждую песчинку, каждую пылинку. И далее, что действительно становится противоядием от наших негативных эмоций, это дхарма, это наше истинное прибежище. Поэтому мы должны принимать прибежище прежде всего в этом. Обычно люди спрашивают, как мне стать буддистом. И я всегда даю им такое наставление: вы должны стать буддистом, сначала изучив учение Будды, посмотрев, актуально ли оно для нашей жизни, насколько оно справедливо в том, что касается нашей жизни. И если вы сочтете, что это учение полезно, то дальше вы можете следовать учению Будды. Вы, в общем-то, можете считать себя буддистом. Это моя точка зрения. Да, конечно, есть у нас такая церемония принятия прибежища под руководством учителя, но в этом есть какая-то польза. Вы можете сказать: да, я стал буддистом перед лицом такого-то и такого-то человека, но вы не должны слишком большое внимание уделять церемонии, потому что самое важное – это ваше личное решение, ваша личная убежденность в том, что вы буддист. Становление буддистом не нужно сравнивать с крещением, когда на вас полили водичкой, и вот вы стали верующим. Okay. Ну что же. Okay, so we stop here.
На этом мы остановимся в наших объяснениях и Yes, перейдем к Gisela, thank you very вопросам. much. Гишела, большое вам So shall спасибо. we Что же, ask some перейдем questions, right? к вопросам, да? So the first question is from Marina. Первый and, вопрос от she Марины. says, at the previous session, И Марина there спрашивает, was на a прошлом question about занятии non-conceptual был thinking. вопрос про And неконцептуальное you мышление. gave an example with the И был reflection of the пример moon in с the отражением lake. Луны в озере. But the water in Но the вода в lake is озере ethically neutral. этически нейтральна. It is said that the state of the Buddha Говорится, что is not состояние Будды ethically neutral. не этически нейтральное. How can one be Как ethical можно быть without этичным concepts? без концепций? Since the Buddha is Раз not Будда ethically neutral, этически then не he нейтрален, distinguishes good from значит, он evil. отличает добро от зла. And how is it Как possible to это distinguish возможно good from без evil without концепции? concepts? Non-conceptually, he will understand it. What is important is not so much about whether the knower is conception or non-conception. Не столь Person is важно, knowing. есть ли концепции But for у knowing, it's not познающего или necessary нет. it should be always conceptual. Самое важное, что он способен Non-conceptually, познавать. Это познание не всегда должно, не for всегда knowing it, he должно doesn't быть have to know the концептуальным. Для того, чтобы что-то That's познать, why I он give the должен example of reflection in the moon on a mirror. приложить Mirror, усилия. what you said is correct. То, что вы сказали, это Mirror does правильно. not have a motivation to say that I will reflect this or reflect that. Я говорил, But что so у long as the зеркала mirror нет is clean, желания, нет намерения not что-то covered by dust, отражать то then или whatever это. comes Но within если its это focus, it зеркало will be reflected. чистое, то что бы ни попадало в So фокус этого similarly with the зеркала, mind оно of the будет Buddha. отражено. Whatever comes within his Подобен body, и it will ум be Будды. Что бы ни right? попадало в область его восприятия, все это будет познано. Вот такой ответ. Yes, Gisela, thank you very much. Гишла, I'm большое sorry, I'm спасибо. a little bit slow at times because I have to read the questions and listen to your Мне answers. нужно одновременно вас and try слушать и to читать digest вопросы, everything. переварить то, что Sorry вы for that. говорите, поэтому я немножко The next задерживаюсь. question is Следующий from вопрос Dinara. от Динары. The question is, Вопрос how такой. can we remove specific negative emotions with the awareness or А можно разобрать на realization of конкретном примере, emptiness как постижение with the пустоты может realization искоренить of emptiness? отрицательные эмоции For или example, болезнь, например? You can do an analysis and Можно understand логически that понять, что все pain непостоянно, is due to some conditions, обусловлено кармой или, it is например, impermanent, and it does not exist человек поступил как-то с intrinsically by нами itself, из-за right, нашей прошлой on кармы. its own side. You can understand it logically, but on Это the можно physical понять level, the логически, pain но and эмоции, suffering, the боль или emotion will болезнь remain, все равно and остаются с this нами, is something real и and они painful. испытываются How do we connect или this переживаются как нечто logical реальное, живое. understanding Как and связать the логический ум perception, our с perception эмоциями, or emotions? ощущениями? So that's why we make a distinction between Поэтому мы проводим existence разграничение and independent между existence. существованием и независимым What we are существованием. refuting is independent Что мы existence. отбрасываем? We are Мы not отбрасываем refuting независимое existence. существование. Мы не отбрасываем So pain is существование there. как We are таковое. not saying there Да, is no боль pain. есть. Мы не говорим, что боли нет. We are saying there is pain. Мы говорим, что Yes, боль therefore you существует. experience pain. Именно поэтому мы ее It's there. переживаем. Она But есть. Однако же, with understanding that the pain is there, but there is no понимая, что боль independently есть, existing pain, мы также with говорим that себе, что нет understanding, независимо it will существующей help боли. Это reduce your понимание pain. отсутствия независимо существующей боли помогает нам For ослабить example, груз боли, let me give you an бремя example. For боли. example, you are, Приведу if you вам are такой very obsessed пример. with something, let us Представьте, say что вы одержимы Mercedes чем-то. car, Например, вам очень хочется okay? иметь Мерседес, Very obsessed. и вы просто одержимы этой идеей. Not only you thought this is existing, but existing Вы не только independently. считаете, что и Мерседес существует, но вы считаете, что он существует When you независимо. see that car Когда вы видите эту existing машину, independently, считаете, что она существует then there is независимо, more obsession. тогда ваша одержимость растет. But when you see it having no independent Но когда вы existence, понимаете, that что is она simply an не assemblage существует of, независимо, то вы видите, что это iron sheets or всего-навсего whatever. собрание каких-то металлических листов и так далее. Toys for a Это small как kid. то Cars Мерседес are становится toys для for вас us grown-up people. игрушкой. Basically, it is a toy Мы выросли, assembled но together. мы уже не дети, но все So равно when you это see that, своего рода игрушка. Когда мы это видим, then with that seeing, you will то never это say my видение, car is not there. это понимание
не говорит нам о том, что машины вообще не существуют. Мы понимаем, что машина существует, конечно, но существует не так, как я это себе представлял. И это помогает нам избавляться от цепляния и сократить цепляние, потому что мы понимаем, что этот предмет лишен сущности. Он, конечно, существует, им можно пользоваться, но он недолговечен. So, Gisela, just would like to clarify. Гишла, можно я проясню для себя? Does it mean that Означает ли это, что мы переживаем боль, when we see it as not being something но когда мы видим, что боль не является независимой, то нам становится не так больно? Да, совершенно верно. Даже на физическом уровне, даже на физическом. Потому что интенсивность вашего физического переживания связана не с одной только физикой тела. Это также связано с тем, как наш ум воспринимает боль. Если вы увидите двух человек, примерно выглядящих одинаково, но один из них ваш близкий друг, а другой так называемый ваш враг. Физически они практически неотличимы, но в силу того, что ваш ум видит их по-разному, то возникает разные ощущения в вас, огромные ощущения, и огромная разница в ощущениях и в том, как вы реагируете на этих людей. Один вызывает счастье, и он вам по душе, а другой наоборот. Большое спасибо. Послушаем вопрос от Сахили, пожалуйста. Здравствуйте, Кишила. У меня два вопроса к вам. Чем больше я слушаю учения и читаю книги, чем больше я понимаю, насколько я глупа. Теперь я это понимаю отчетливо. Кажется, я один момент нехорошо поняла. Представим, что я предвкушаю что-то хорошее. И при этом я должна понимать, что это не существует независимо. Например, птицы и цветы. С одной стороны, птицы и цветы вызывают во мне что-то приятное, приятные чувства. С другой стороны, я должна думать, что они существуют независимо. Что я говорила? Я говорила, что счастье прежде всего зависит от нашего состояния ума. Я никогда не говорила, что внешние вещи вообще не имеют никакого отношения к счастью. Другие внешние условия и ситуации играют здесь определенную роль, потому что мы живем в мире взаимозависимого происхождения. Конечно же, внешнее влияет. Ничто не может возникнуть из-за одной только причины. Но прежде всего, будете вы счастливы или нет, зависит от вашего ума. Это то, что я не совсем поняла. И второе, касательно прибежища. Вы говорили о страхе, страхе перед страданием. В книгах, которые я читала, также говорилось о страхе. Но почему, зачем нам страх? Почему мы не можем просто испытывать благоговение перед учением, восхищение? Обязательно нам нужен страх, чтобы обратиться за прибежищем. Не можем мы основываться на восхищении? Если говорить о страхе, то есть разные виды страха. Многие страхи, которые мы переживаем, это страхи необоснованные. Да, мы испытываем такого рода страхи, но они не обоснованы, и в них нет смысла. Например, если вы летите на самолете, и у меня было такое переживание, и вдруг возникает турбулентность, вы сразу же начинаете пугаться, и даже начинаете хвататься за ручки кресла. Но если самолет упадет,
цепляйся ты за ручки или нет, тебе это не поможет. Поэтому вообще это страх беспочвенный. Но если вас, например, преследует бешеный пес, то имеет смысл испугаться, потому что это будет способствовать тому, что вы побежите, а иначе вы просто попадете в лапы и зубы этому псу. Это первое. А второе, отвечая на ваш вопрос, если вы будете испытывать одно лишь восхищение, это хорошо, вы испытываете восхищение, но, возможно, вашему восхищению не хватит силы для того, чтобы освободиться от из сансары, а вам нужно освободиться из сансары. У вас может быть восхищение перед любовью, состраданием и так далее, другими качествами Будды, но вам только нужно хорошо понимать, где вы застряли, где вы находитесь. Вам нужно разработать план, что вам нужно бежать из этого места, где у вас так много проблем. В действительности, есть одна красивая строфа из 400 строф Арья-девы, где говорится, человек, который не испытывает страха перед сансарой, такой человек никогда не испытает восхищения и уважения перед нирваной. И там приводится красивейший пример. Представьте себе человека, который очень доволен своим домом. Зачем ему думать о том, как бы переехать в другое место? Только если у него в семье, в доме проблемы, только в этом случае он начнет думать о том, как бы ему отправиться в другое место. Так ведь? Поэтому только если вы видите ограниченность, изъяны, проблемы сансары, вы можете начать думать о том, как бы вам переместиться в нирвану. Вот так. Я получила вопросы на свои ответы. Большое спасибо. Большое спасибо, Гешела. Следующий вопрос от Сергея. Сергей спрашивает, пожалуйста, поясните на примере из жизни. Ничего невозможно устанавливать и ничего невозможно устранять в пустоте. Объясните это на примере из жизни. Если вы меня попросите объяснить пространство, кажется, я уже говорила об этом прежде, когда мы рассуждаем о пространстве, мы ничего не отрицаем, не отбрасываем, и мы ничего не устанавливаем. Мы просто говорим об этом состоянии пространства как таковом. В этом смысл. Мы ничего не отвергаем, а ничего не устанавливаем. В этом смысл. Когда мы говорим о пустоте, то под пустотой мы понимаем простое отсутствие самобытия. Простое отсутствие. У нас есть только это простое отсутствие. Мы ничего не устанавливаем, ничего не утверждаем. Поэтому говорится о неутверждающей пустоте. Спасибо. И Марина, которая задавала сегодня первый вопрос о концепциях, она бы хотела прояснить, концепции мешают постижению истинной реальности или нет? Да. Для того, чтобы напрямую постичь пустотность, концепции здесь служат препятствием. Но, как я вам уже говорил, на втором пути, на пути подготовки, вы постигаете пустоту, постигаете ее концептуально, получая общее представление о пустоте. Это еще пока опосредованное постижение пустоты, вы еще не можете видеть пустоту напрямую. Если вы хотите постичь пустоту напрямую, как ваш глаз видит предмет перед вами, вам нужно достичь соответствующего состояния. И состояние, которое достигается посредством отказа от концепции, отбрасывания концепции. Большое спасибо, Гешела. Следующий вопрос от Натальи. Наталья спрашивает, какую мантру лучше начитывать для защиты от вредоносного магического воздействия, например, проклятия?
Первое, если говорить о мантрах, можно, я бы сказал, читайте мантру, которая содержится в сутре сердца. Тетам гата гата парагата парсамгата бурисха. Или ом тариту тариту соха мантру тары. Конечно, все мантры работают, но говорится, что эти мантры особенно действенны в вашем случае. Особенно мантра сутры сердца, она действительно устраняет все проблемы. И еще мантра Тары. Говорится, что Тара – это проявление высших или непревзойденных деяний. Она символизирует энергию ветра. Вернее, ее символизирует энергия ветра. Она быстра. Она быстро дарует свою защиту. Но говоря по существу, как говорил Миларепа, так называемые духи, злые духи, это по существу порождение нашего ума. Какие-то условия формируются в наших психофизических совокупностях. Я всегда в шутку говорю людям, что нет никаких злых духов, которые были бы не заняты, и они ждали бы, когда же они смогут наконец причинить нам вред. Они не стоят там и не ждут сейчас мне представится возможность этому человеку причинить вред. Поэтому по существу злые духи – это наши ментальные концепции. И Миларепа объяснял это неоднократно. Он, когда речь шла о страхе, он говорил, что страх и так далее – это все проблемы, находящиеся в моем уме. Его просто нужно очистить. Для некоторых людей иногда полезно поступать так, когда вы ложитесь спать, думайте, что вы кладете свою голову на колени к Будде или на колени к Таре. И так вы бы чувствуете себя защищенными. Большое спасибо, Гишла, за этот красивый совет. И Марина просит вас еще дать пояснение на предмет концептуального мышления Будды. А есть ли у Будды концептуальное мышление или нет? Нет. Как я уже говорил, что у зеркала нет концепции. Другими словами, можно сказать проще, когда мы полностью очищены, то мы похожи на чистое зеркало. Все начинает проявляться автоматически, потому что нет никаких загрязнений. Самая главная мысль следующая: поскольку все загрязнения, все препятствия устранены. В случае Будды, поэтому он способен все видеть спонтанно и естественно. А те из нас, кто не достигли такого состояния, нам нужно прилагать усилия, нам нужно воображать, нам нужно создавать концепции на предмет того, этого. Но в случае Будды все возникает без усилий. И это не просто какие-то умопостроения. Например, если мы учимся кататься на велосипеде, я сам занимался катанием на велосипеде в юности. Вначале постоянно падаешь, вместо того, чтобы действительно кататься на велосипеде, потому что твой ум полон сомнений. А затем постепенно, когда ты научаешься хорошо ездить на велосипеде, я так и не научился на самом деле, не могу говорить о себе, что я такой уж умелец по части велосипеда. Но когда ты научаешься кататься на велосипеде, когда ты становишься экспертом, то ты можешь крутить педали и одновременно разговаривать и отвлекаться. То есть это действие совершается автоматически. Когда ты прошел полную тренировку, ты делаешь вещи без усилий. Это лишь маленький пример, чтобы показать вам путь. Но означает ли это, что когда у вас неконцептуальное мышление, остается ли добро и зло для вас? И если есть, как ты отличаешь добро от зла без концепции? Это верно. Есть одно очень известное высказывание.
где говорится, worldly people are миряне debating, arguing with me. будут со мной And I спорить. have no problem, no argument with the worldly people. А у меня, мне не I о чем accept what the спорить worldly people are accepting. I'm not insane. That's what the с Buddha said. мирянами. Я не стану спорить So с that is мирянами, to say, потому что я не безумец. Так what говорил we say Будда. bad, Что Buddha это also knows значит? that this is what people say bad. What we say good, Buddha also knows this is what Будда people понимает, что say то, bad. что Good, люди this называют is хорошим, bad. это хорошо, то, что люди называют Right? плохим, So это whatever плохо. is there, good, bad, whatever, he knows it Хорошее, simply. плохое, то, что So есть в мире. that Будда все это knowing знает. something doesn't mean that he is bad or he has bad motivation or bad thinking or negative emotions. Negative emotions like trees and stones are only object of knowledge that he knows. Для него негативные эмоции, But that подобные камням и деревьям, by они that it's not всего-навсего necessary that he himself has anger объекты or знания. jealousy. Ему нет необходимости испытывать He зависть, simply knows what is гнев there. для того, чтобы это постигать. Он просто знает, что такие вещи существуют. Thank you. Thank you very much. Gisela, we just received one more question. Do Гишла, we мы still have получили time еще for that? один вопрос. Yeah, У нас есть yeah. время, чтобы на него ответить, да? Okay, Мгм. so it's a short one. Gisela, Это could you короткий please вопрос. explain or clarify Гишла, поясните, пожалуйста, the notion of suchness? понятие таковости. Suchness and emptiness the same. Таковость и пустота – это одно и Same то же. meaning. Suchness I Один и тот already же explained. смысл. Emptiness is not Пустоту я nothingness, вам уже объяснил. Пустота – это не but отсутствие чего empty бы то of ни было. independent existence. Под пустотой понимается отсутствие независимого So suchness is существования. a different word. А таковость – это So лишь другое suchness, слово для обозначения thusness, пустоты. thatness, Таковость, emptiness, эдаковость, yeah, пустота these are different words, but – это this is все the разные same. слова. Но, по сути, смысл It один is и as тот it же. is. It's almost saying something Все like that. существует так, как оно есть. Okay. Отсюда начала это слово. Gisela, just, oh my gosh, seems that questions started pouring. Гишла, похоже, вопросы Question продолжают from Roman. поступать. Вопрос от Романа. But for Buddha to speak, doesn't that require language, conceptual thought? Но ведь Будда, когда он произносит свои слова, ему же нужны концептуальные мысли. Это все происходит естественно, как река, текучая, не то чтобы он формировал концепцию. Сейчас я пойду, выступлю, а мне нужно для этого подготовиться. Его речь течет самопроизвольно. Видите, мы привыкли к тому, чтобы судить о Будде с нашего уровня.